Здравствуйте, ребята! Приглашаю вас на урок информатики. Надеюсь, он будет вам полезен и интересен. Тема сегодняшнего урока – графический редактор GIMP. Прежде чем начать наш урок, давайте выполним несколько упражнений. Если вы правильно расположите кубики на экране, вы найдете слово, относящееся к сегодняшнему уроку. Найдите это скрытое слово. Это слово «графика». Задание номер 2. Здесь также закодировано слово. Давайте расшифруем его. Это редактор. В третьем задании спрятано название одного из графических редакторов. Это GIMP. На сегодняшнем уроке вы познакомитесь с графическим редактором GIMP. Вы узнаете об истории графического редактора GIMP, о его возможностях, изучите окно графического редактора, а также научитесь работать с изображениями. Сначала позвольте мне рассказать вам немного о компьютерной графике. Компьютерная графика – это отрасль информатики, решающая проблему создания и обработки различных изображений, рисунков, эскизов, мультфильмов на компьютере. Сегодня компьютерная графика используется во всех сферах жизни человека. Например, в медицине – компьютерная томография, в экономике – гистограммы, в производстве – моделирование тканей, машин, мебели и одежды, в строительстве – проектирование зданий и их архитектуры, киноиндустрия и так далее. Компьютерная графика используется в очень большом количестве отраслей. Еще в 5 классе мы говорили с вами о компьютерной графике. Тогда вы познакомились с простым графическим редактором Paint и его возможностями. Прежде всего ответим на вопрос, что такое графический редактор? Графический редактор – это программа или программный комплекс, позволяющая создавать, просматривать, редактировать цифровые изображения на компьютере. Это могут быть рисунки, картинки, изображения. GIMP – это редактор для создания и обработки растровых изображений. В растровом редакторе изображение состоит из пикселей. Набор линий, состоящих из точек, образует графическую сетку или растр. Точка называется пикселем. Поэтому мы называем элементарную точку растра пиксель. Расскажу об авторах графического редактора GIMP. Проект был основан в 1995 году американскими программистами Спенсером Кимблом и Питером Мэттисом. Первая версия GIMP была выпущена в феврале 1996 года. По количеству предоставляемых сервисов GIMP превосходит многие графические редакторы. Официальный талисман GIMP Wilbert был создан Томасом Коусманином 25 сентября 1997 года. Графический редактор GIMP предназначен для создания и редактирования растровых изображений, которые могут работать в известных на данный момент операционных системах. В отличие от других графических редакторов, таких как графический редактор Paint.net, GIMP является кроссплатформенным. Это означает,
что он может работать на различных компьютерах и в различных операционных системах. Рассмотрим ключевые возможности графического редактора GIMP. Здесь можно создавать графики и логотипы, масштабировать, обрезать и рисовать различные объекты, создавать многослойные проекты, рисовать, форматировать и редактировать фотографии, а также создавать коллажи. GIMP – это бесплатная программа, которая помогает создавать изображения, редактировать и обрабатывать фотографии. Это означает, что любой пользователь может скачать GIMP бесплатно, без регистрации и использовать его в любой операционной системе. Теперь загрузим GIMP на свой компьютер. Чтобы загрузить графический редактор GIMP, откройте любой интернет-браузер и выберите gimp.org. Изучив версии редактора, мы можем выбрать нужный тип и загрузив его, нажав кнопку загрузки. Лучше выбирать язык программы русский. Как только вы согласитесь с условиями программы, GIMP будет полностью установлен на вашем компьютере. Если загрузка прошла успешно, на вашем компьютере откроется окно. Тут вы увидите несколько окон. Как и все другие редакторы, графический редактор GIMP имеет панель главного меню. Панель инструментов расположена в левой части окна. Справа находится диалоговое окно, а рабочая область находится посередине окна. Меню «Файл» используется для открытия, создания и сохранения изображений. Меню «Правка» используется для изменения, выделения, восстановления и удаления области изображения. Меню «Вид» позволяет увеличивать и уменьшать масштаб рабочего пространства и другие функции. Команды меню изображения позволяют изменять размер изображения и объединять слои. С помощью меню «Слой» вы можете изменить настройки активного слоя изображения, сделать копию или объединить его с предыдущим слоем. Меню «Фильтры» содержит специальные эффекты, которые можно применить к текущему слою изображения. Мы упоминали, что панель инструментов расположена в левой части интерфейса программы, и это один из наиболее часто используемых элементов, поскольку в нем есть инструменты, которые всегда используются для работы с изображениями. Панель инструментов выполняет две функции. Она позволяет быстро выбрать нужный инструмент, нажав соответствующую кнопку, а также вы можете сразу определить, какой инструмент используется в данный момент. GIMP позволяет редактировать несколько изображений одновременно. В этом случае каждое изображение открывается в отдельном рабочем окне, которое называется окном изображения. Чтобы создать новое изображение, выберите команду «Создать» в меню «Файл» или нажмите на клавиатуре комбинацию клавиш Ctrl-N. В результате появится новое окно изображения, в котором вы можете установить размер, тип и цвет изображения. Вы также можете выбрать масштаб нового изображения. Окно изображения находится в рабочей области. Чтобы сохранить изображение, выберите команду «Сохранить» в меню «Файл» или нажмите комбинацию клавиш Ctrl-S. При сохранении нового изображения открывается окно «Сохранить изображение». Здесь нужно указать полный путь, имя файла и его формат. При сохранении изображений учитывайте форматы файлов, поддерживаемые GIMP,
Это такие графические форматы, которые перечислены ниже. Основным считается внутренний формат XCF. С его помощью вы можете сохранять многослойные изображения. Рассмотрим панель инструментов. Первые 6 инструментов – это инструменты выделения. Они предназначены для простого и быстрого выделения участков заданной формы или цвета. Этот инструмент – выделение прямоугольной области, выделение эллиптической области, свободное выделение или лассо, выделение смежных областей, волшебная палочка, выделение по цвету со схожей заливкой, умные ножницы или кнопка для выбора областей по границам. Теперь попробуем выделить прямоугольную область. Сначала откроем нужное изображение. Затем нажмите кнопку выбора прямоугольной области на панели инструментов. Выбираем нужную нам прямоугольную область. Вы можете удалить выделение из любого места изображения одним щелчком мыши или с помощью меню «Правка». Вы можете скопировать выделенный фрагмент и вставить его в новый файл изображения. Размер нового изображения определяется автоматически в зависимости от размеров выделения. А теперь давайте посмотрим, как мы будем работать с кнопкой свободного выбора области на панели инструментов. Сначала давайте откроем любое изображение из меню «Файл» с помощью команды «Открыть». Например, выберем изображение щенка хаски. Давайте изменим цвет глаз этого щенка. Выберем свободную область на панели инструментов и выделим глаза нашего щенка. Чтобы выделить эту область, нужно нажать клавишу Shift. Чтобы оба глаза выделились одновременно. Выделив эти области, нужно нажать на клавишу ввода на клавиатуре. Теперь создадим слой с изображением глаз щенка. Как только слой сформирован, закрашиваем область глаза зеленым. При нажатии кнопки «Режим перекрытия» в диалоговом окне изменится цвет глаз. Теперь снимем зонирование и посмотрим на результат. Вы видите, что цвет глаз нашего щенка изменился. Рассмотрим другую возможность графического редактора GIMP. Например, анимация. Для этого выберем нужное изображение из меню «Файл» с помощью команды «Открыть». Здесь мы взяли картинку рыбы. Чтобы переместить рыбу, выберем команду «Искажение» в меню «Фильтры» и затем деформируем рыбу так, чтобы получилась видимость движения. Используем интерактивное искажение. Здесь есть возможность выполнить радиус деформации и степень деформации. Теперь нажмите кнопку анимации и выберите количество кадров. Нажмите ОК. Чтобы посмотреть анимацию, нажмите снова «Фильтры», чтобы запустить ее. Мы оживили рыбку. Теперь нам нужно сохранить это изображение в формате GIF. Для этого выберите команду «Экспорт» в меню «Файл». Затем назовите его и выберите формат изображения. Нам нужно выбрать формат GIF.
Наш образ сохранился. А теперь откроем его. И посмотрим на результат. У нас получилась анимация. GIMP– это, пожалуй, лучшая программа с достаточно продвинутой функциональностью для обработки изображений и рисования на уровне фотографов-любителей. Вы можете также нарисовать простой рисунок. Давайте познакомимся сначала с инструментами для рисования. Рисование карандашом, рисование кистью, ластик используется для стирания неправильно нарисованных объектов. Этот инструмент используется для рисования изображения с помощью аэрографа или кисти с переменным давлением. Чтобы изменить масштаб изображения, выберите масштаб в меню. Как и все графические приложения, редактор GIMP предлагает широкий спектр возможностей рисования. Если вы никогда раньше не рисовали на компьютере, то можете начать с самых простых форм. Постепенно вы сможете совершенствовать свои навыки и пытаться создавать более сложные проекты. Попробуйте нарисовать новую картинку. Вы можете сделать это, используя меню «Файл», «Создать» или используя комбинацию клавиш Ctrl-N на клавиатуре. В окне «Создать новое изображение» выберите размер изображения и укажите его в пикселях. Введите необходимую информацию и нажмите клавишу «Ок» левой кнопкой мыши. В центре экрана отобразится рабочая область с заданными параметрами. Именно в этой области мы сможем сделать любое изображение, какое захотим. В левой части рабочего пространства мы видим панель инструментов, где мы можем выбрать, что рисовать. После создания файла выберите инструмент «Карандаш» или «Кисть» на панели инструментов. Вы можете изменить параметры карандаша или кисти, то есть тип и толщину линии, цвет, тип карандаша или кисти, прозрачность. Вы также можете выбрать инструменты для рисования, такие как тушь, аэрограф, шариковая ручка и даже штамп. Каждый из этих инструментов имеет свой уникальный эффект. Чтобы нарисовать прямую линию, поместите курсор в место, где она начинается. Нажмите клавишу Shift на клавиатуре и перетащите мышь в любое нужное место. Затем, отпустив клавишу Shift, щелкните еще раз, чтобы завершить рисование линий. Чтобы нарисовать прямоугольник или круг, необходимо сначала выделить соответствующую область, а затем округлить ее. Хотя этот метод необычен, задействовать практически все формы совершенно просто. На панели инструментов выберите инструмент «Прямоугольник» или «Круглая форма». В первом случае мы можем нарисовать прямоугольник или квадрат, во втором эллипс или круг. При выборе рисования квадрата или круга необходимо удерживать нажатой клавишу Shift. Далее щелкните правой кнопкой мыши по выделенному фрагменту, а затем из команды «Редактировать» выберите команду «Контур». Появится окно «Параметры», в котором вы можете выбрать цвет, толщину и тип линии. А теперь давайте попробуем нарисовать картинку. Нарисуем классический натюрморт. Попробуем нарисовать цветы в вазе. Наш рисунок не будет сложным. Сделаем его максимально простым. Сначала в меню «Файл» нажмите команду «Создать» или на клавиатуре нажмите комбинацию клавиш Ctrl-N. Откроется окно изображения. В качестве основного фона у нас белый цвет. Теперь выберем прямоугольник на панели инструментов. Закрасим его с помощью инструмента заливки.
Теперь изменим фон на белый и с помощью инструмента эллиптическое выделение нарисуем вазу. Закрасим ее. Сформируем горлышко вазы с помощью инструмента ластик. Теперь создадим слой с цветами. Их можно создать, используя инструмент кисть. Можно настроить толщину, цвет линий. Выбирая разные формы кисти, мы можем сформировать разные виды цветов. Попробуйте их нарисовать так, чтобы композиция смотрелась максимально гармонично. Думаю, после сегодняшнего урока вы попробуете рисовать с помощью графического редактора GIMP. Постепенно увеличивая сложность, вы можете очень хорошо его освоить. Сегодня на уроке мы узнали об истории создания графического редактора GIMP, о его возможностях, изучили окно графического редактора GIMP, а также научились работать с изображениями. До свидания, ребята. Наш урок окончен. До новых встреч.